вечер, дорогие друзья! Вот уже 4-й раз телеканал «Якутия-24» проводит песенный интерактивный конкурс «Вот это да!». Последние 2 года в нем принимали участие дети. И, как показывают предыдущие выпуски, действительно талантов по всей республике очень много. Сегодня многие наши участники выйдут на эту сцену впервые. Они, конечно, волнуются, кто-то даже переживает, поэтому поддержать их нужно обязательно. И, конечно же, ваши голоса будут для них очень важны. Наш конкурс собрал исполнителей со многих уголков нашей необъятной республики. В районных турах определятся по 3 победителя. 1 по мнению профессионального жюри, и 2 вторых выйдут в финал по выбору телезрителей. Ну а сам финал пройдет в городе Якутске. Вот это да, дети! Мы начинаем с Тампонского района. Оценить мастерство юных конкурсантов нам поможет члены профессиональных жюри. Ольга Федоровна Широких, отличник культуры республики, преподаватель Хандыкской детской школы искусств. Ариан Альбертович Атастыров, преподаватель Крест-Хаджайской детской школы искусств имени Микюрдянова. И Станислав Петрович Олесов, председатель жюри, отличник культуры республики Саха-Якутия, преподаватель Якутского колледжа культуры и искусств. Итак, первым на эту сцену я приглашаю Бадасян Марию. Ей всего 10 лет, а она уже умеет и петь, и рисовать. В общем, знакомимся с Машей. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Бадасян Мария, мне 10 лет. Я учусь во 2 классе отделения эстрадный вокал в Хандыкской детской школе искусств. Я очень рада участвовать в телевизионном конкурсе «Вот это да, дети». Для меня это первый конкурс. Мне нравится рисовать, слушать музыку и петь. Я очень жизнерадостный и активный человек. Вот и песня у меня радостная, светлая, и называется она «Я и солнышко». Звездочки отправились спать. Слушай, солнышко, пора ну вставать. Серых туч сегодня, кажется, нет. Будет чистым твой румяный рассвет. Улыбнулись нам с тобою цветы. Им понравились с утра я и ты. Нам вдвоем на свете радостней жить. Слушай, солнышко, давай-ка дружить. Пой над землей вместе со мной. Шар, шар золотой, яркий такой, чтоб на земле стало светлей и еще веселей. Сколько стран на свете не сосчитать. С добрым утром я хочу сказать. Мне становится ясней с каждым днем, что под солнышком одним мы живем. Пой, пой над землей вместе со мной. Шар, шар золотой, яркий такой, чтоб на земле стало светлей и еще веселей. Пой, пой над землей вместе со мной.
Машенька, какое прекрасное у тебя исполнение. Всегда очень сложно, наверное, открывать конкурс первый. Лучезарная, такая же песня, прямо как и ты. Надеюсь, мое мнение разделяют и сами жюри. Давайте послушаем Ольгу Федоровну. Как вам исполнение? Ну, Маша у нас молодец. Хорошая песня, все выдержано. Ну, тю-тю-тю улыбочку. У тебя такая прекрасная улыбочка. Удачи тебе. Спасибо. Спасибо, Ольга Федоровна. Ариана Альбертович, вам слово. Тоже очень понравилось, как она пела. Очень яркий образ, во-первых. А во-вторых, девочка сама очень красиво выглядит. Но есть одно, но тоже присоединяясь к словам Ольги Федоровны, тоже не хватает именно мимики такой. Ну, я надеюсь, Мария у нас по жизни лучезарная, да? Станислав Петрович, заключительное слово. Ну, я думаю, все впереди, да, у Марии. Ну, во-первых, хочу всех приветствовать. Наконец-то у нас новый сезон. Вот это, да, дети. И я надеюсь, этот сезон будет очень интересным, и мы увидим множество талантливых детей нашей необъятной республики. И Мария, во-первых, поздравляю. Всегда выходить первым и спеть для жюри. Это очень так ответственно. Поздравляю, очень хорошо спела, аккуратно, скромно. Надеюсь, в будущем все будет очень хорошо и, соответственно, побольше занимайся вокалом. Спасибо. Ну, Мария, если вы, дорогие телезрители, хотите поддержать Марию, то отправляйте скорее СМС на короткий номер 5533 со словом «Ход» и номером участника, который высветится у вас на экранах. Ну, а я желаю тебе, Марина, удачи и улыбайся всегда, так же, как и твоя песенка. И будь как солнышко. Удачи тебе. Я выступила прекрасно, но чуть-чуть волновалась. Ну, жюри сказали, что чуть-чуть улыбка должна быть. Ну, а второго участника хотелось бы позвать очень бурными аплодисментами Колодесникова Милана. Она приехала с села Крес-Хальджа, ей всего 12 лет. Споет она очень популярную песню. Кстати, любит классический жанр не только в музыке, но и танцев. На сцене, кстати, она не впервые, но, как она призналась, в соло в первый раз. Поэтому, внимание на экран, знакомимся с Миланой. Всем привет! Меня зовут Колодесникова Милана. Я ученица 5 класса. Хожу в музыкальную школу имени Лаврентия Микурдянов. Увлекаюсь я танцами и песней. В танцы хожу с 1 класса, а пою я с 4 класса. В свободное время я рисую, танцую, пою, гуляю. Полевых цветов, веночек в утренней росе цветов. Соловья запел свисточек, сок, березовый глоток. Тишины послушать волю, по тропинке в лес густой. Поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать, про любовь свою девичью на ромашке погадать. Ключевой воды студенной, сода свежей пометку. В чистом поле темной ночью, в небе звездном утону. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька.
Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Милана, какое прекрасное выступление. Ты сегодня уже звезда. Волновалась? Да, очень. Почему? Ну, думала, я текст песни забуду, например. Ну, это же твое первое выступление в соло. Угу. И сегодня ты прекрасно выступила, молодец. Теперь интересно узнать, что же думает член жюри. Ариан Альбертович, вам слово. Добавить, не добавить, а сказать то, что именно костюм хороший, именно подходит под эту песню. Сама девочка тоже очень улыбается, тоже очень приветливая. Но про вокал не могу ничего сказать. Ну, все еще впереди, в любом Да, случае. все еще впереди. Занимайся, не бросай это. У тебя все получится. Вот еще добавят мои коллеги. Спасибо, Ольга Федоровна. Ну, я скажу, что молодец, Милана. Во-первых, выйти впервые на такую сцену — это сложно. Видно волнение, и костюм хороший, но песня очень сложная, конечно. Но ты справилась с ней. Надеюсь, ты еще будешь заниматься, подниматься выше и выше. Спасибо, Станислав Петрович. Ну, во-первых, Милану хочу поздравить. Первый раз на сцене. Это всегда ответственно, волнительно, тем более сразу на телевидении. И песня очень знакомая, да, практически большая половина страны эту песню поет, все знают. Ну, Милана, мне кажется, справилась. По-своему она спела эту песню, как она сама чувствует эту песню. Вот. Желаю дальнейшего, скажем так, процветания и, соответственно, дальше, вот как и пожелали коллеги, учись, развивайся, занимайся по вокалу. Спасибо. Спасибо, Станислав Петрович. Ну как, Милана, рада, что выступила сегодня? Да, Согласна очень. с мнением жюри? Угу. Но возьмешь, наверное, что-то на заметочку. Ну, друзья, все, кто хочет поддержать нашу Милану с ее песней «Матушка», отправляйте скорее смс на короткий номер 5533 с словом «Ход» и номером участника. Он высветится внизу экрана. Я желаю тебе удачи, Милана, обязательно выступающего в дальнейшем. Спасибо. Думаю, то, что я спела нормально. Я пою эту песню впервые и репетировала эту песню в школе. Я выбрала эту песню, потому что она популярная и чуть менее легче. Очень хочу, чтобы за меня проголосовали мои родные, друзья и все люди, которые меня знают. Сейчас на эту сцену выйдет очень творческая личность. Филатов Айсен, ему 11 лет, он музыкант и знает толк в музыке. Давайте познакомимся с Айсеном. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Айсен Филатов, я учусь в 5 классе. Моя семья большая, я в нем старший брат, 2 братьев и 1 сестры. Моя мама Нария Савична, она вокалистка ансамбля «Ургель». Мой папа Петр Семенович, он работает на физкультуре. Я учусь на вокале с 1 класса и на фортепиано. Toz tünlü günden gün vuotaa, saa spinge
какой ты молодец. У тебя прям песня вся такая лучезарная. А про что она? Ты же пел на якутском языке? Мгм. Почему именно выбрал якутскую песню? Потому что она мне нравится. Да? А про что она? Расскажи нам, пожалуйста, всем тем, кто не понимает. Это как, пришел САС, пришла как весна, и И скорее наступление лета, наверное, да? Мгм. Ну, ты прям вообще не волновался. Видно было, что ты не в первый раз на сцене. Давайте узнаем, разделяет ли это мнение наш член-жюри Станислав Петрович. Вам слово. Айсен. Ну, Айсен, во-первых, поздравляю. Все время микрофон вот так держит. Может опустить микрофон и послушать. Ага. Так. И, такой звонкий голос ребенка. Мне кажется, хорошо бы еще чуть-чуть под другой репертуар был бы. На 11 лет же, да, Айсен? 11 лет же, да, Айсен? Вот чуть-чуть другой репертуар бы, мне кажется, интереснее было бы послушать, а именно ваш голос. Вот. А так справилась, молодец. Спасибо. Спасибо, Ольга Федоровна. Вам слово. Тоже поздравляю в этом конкурсе. Вот это да. Ты видишь, какой у тебя красивый костюм, как лучик солнца сам тоже. Голосок яркий, звонкий. Но немножечко волнения было. Может, посоветовали бы что-нибудь Айсену? Занимайся, занимайся и занимайся. Спасибо. Ариан Альбертович. Поздравляю тебя, Айсен. И хотелось бы добавить то, что именно он очень хорошо пел, голос очень хороший, но, по-моему, не хватило эмоций таковой. Ты же про солнышко поешь, да? Про солнце поешь. Именно как-то солнечно надо улыбку добавить или там что-то в таком роде. Желаю тебе удачи. Все у тебя впереди. Я надеюсь, передаст Айсен всем лучики солнца, да, нашим телезрителям. Если вы также считаете, дорогие друзья, то отправляйте скорее СМС на короткий номер 5533 со словом «Ход» и номером участника, а именно вот Айсен. Айсен, я тебе желаю удачи, никогда не волнуйся и всегда улыбайся. Я выступил хорошо, у меня эмоции очень хорошие. Конкурс, в принципе, хороший и впечатлительный. Жюри сказали, что я хорошо пою. А четвертая наша участница Королева Эвелина. Она является самой младшей из участников, конкурсантов. И она за кулисами хотела передать, что она всю доброту и искренность хочет передать всем телезрителям. Надеюсь, вам понравится. Давайте знакомиться с Эвелиной. Внимание на экран. Всем привет! Меня зовут Королева Евелина, мне 8 лет. Я приехала из Жибарка в Хая в Хандугу. Я увлекаюсь творчеством и пением. Дома пою только я. Эту песню я начала петь давно. А человек хороший. Мне нравится эта песня, то, что там есть добрые нотки. Нотки я хочу подарить всем доброту, радость и веселье. Дети нарисовали море, цветы и горы. Дети нарисовали очень веселый город. Нет никаких печалей, солнце всегда там светит. Дети нарисовали
Эвелина, аплодисменты тебе. И прям хотелось с тобой вместе здесь танцевать. Ну как, понравилось? Первый раз твой был? Да. Да, ну в целом ты как оцениваешь свое выступление? Нормально. Ну и, наверное, лучезарное настроение все-таки передала. Ага. Но разделяет ли это мнение наше жюри, сейчас узнаем. Ариан Альбертович, давайте начнем с вас. Эвелина, поздравляю тебя с первым выходом на сцену. В целом все понравилось, яркий образ, и девочка очень хорошо пела. Но желаю тебе удачи в будущем, занимайся, не бросай это дело. Рада очень, да? Ольга Федоровна, вам слово. Вот это да. 8 лет и попасть на телевидение. У нас такого никогда не было. Тебе очень повезло. Молодец. Желаю тебе еще успехов и удачи. Спасибо. Кстати, Эвелина у нас приехала с Джипарики Хая. Джипарики. Да? Джипарики Хая прилетела. И приехала и, наверное, очень-очень рада, что оказалась на таком конкурсе. Станислав Петрович, вам слово. Эвелина, во-первых, поздравляю. Такая маленькая, действительно лучезарная, улыбается искренне. И самое главное, очень хорошо, аккуратно пела. Это радует. Желаю, чтобы в дальнейшем тоже занималась по вокалу, еще раз радовала нас. Надеюсь, еще много-много раз буду видеть тебя на сцене. Да, Эвелина? Мгм. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Станислав Петрович. А тебе самой точно понравилось? Да. Ты очень обрадовалась. Ага. И будешь обязательно к нам еще в следующих сезонах появляться у нас? Не знаю. Ну, а если вам понравилась Эвелина и ее выступление, то скорее отправляйте смс на короткий номер 5533 со словом «Ход» и номером участника, который высветится у вас на экранах. Я желаю Эвелине победы. Мне было очень страшно на сцене. На сцене то, что не было мамы и папы. Были только жюри. Я спела очень хорошо. Вот. И я хочу, чтобы некоторые за меня хоть бы проголосовали. Хоть бы пару человек хочу. Знакомимся с нашим пятым участником. Елизаров Арсений. Человек, который очень с плотным графиком. Постоянные у него мероприятия и выступления. Поэтому он готов всегда. Кстати, играет еще в футбол. Внимание на экраны. Добрый день, меня зовут Елизаров Арсений. Я учусь в 6 классе. Также учусь в Крисхалджайской детской школе искусств имени Лаврентия Микурдянова. Я люблю петь с детства. Это у меня предложит моя любимая мама Елизарова Туяра Евгеньевна. Потому что у нас семья многодетная, а колыбельная – это сказка, которая раскрыла мой талант. В свободное время я занимаюсь спортом, футболом и волейболом. Пользуясь моментом, я хочу поблагодарить свою учительницу Хлопкову Ольгу Степановну за то, что она мне подарила мир песни, звуков, добра и гармонии. Любите музыку, ведь она прекрасна. Дойду
это да, Арсений, ну ты настоящая звезда. Сразу видно было, вообще не волновался. Почему выбрал именно якутскую песню? Расскажи, пожалуйста, про что она, очень интересно. В этой песне поется о мальчике-оленеводе, охотнике, который идет домой, потому что его ждет мама. Я знаю, что у тебя семья настоящих талантов. Вот, почему ты решил петь, выйти на сцену? Это уже как настоящий народный артист. Я вышел на сцену, потому что мне нравится петь. Я пою с детства. Этот талант мне пришел от мамы. И, наверное, мама с тобой и занимается. Ну, наверное, посвящаешь кому-нибудь песню или просто нравится? Просто нравится. Ну, давай узнаем мнение у членов жюри. Очень хочется послушать Риана Альбертовича сначала. Здравствуй, Арсений. Во-первых, эту песню я тоже пел в твоем возрасте. Ты очень хорошо спел. Образ тоже такой яркий, еще и с реквизитом. Но, по-моему, уже начинается мутация голоса, да? В 13 лет мутация голоса начинается, да? Но через 2-3 года голос поставится, и тогда мы тебя тоже, я думаю, встретим на сцене, да? Желаю тебе удачи в дальнейшем. Занимайся этим. Спасибо. Ольга Федоровна, вам слово. Ну, Арсений, ты порадовал меня очень даже. Сразу видно, ты серьезный мужчина у нас. Очень хорошо, что ты увлекаешься всем. И пением тоже. И когда мутация пройдет, конечно, ты заново еще начнешь петь и пойдешь дальше и дальше. Спасибо. Станислав Петрович. Арсений, эту песню я тоже знаю. Но я не пел, но знаю. Оказывается, ты тоже пел эту песню. Автора знаю этой песни. Тут написано просто неизвестный автор, а на самом деле я знаю. Если что, потом могу сказать, кто сочинил эту песню. Во-первых, поздравляю, очень хороший образ. Действительно видно и слышно, что занимаешься музыкой, а не просто вокалом, а музыкой, потому что чувствуется именно музыкальность. По поводу голоса, мне кажется, еще можешь петь, 1-2 года даже можешь петь. Мне кажется, есть потенциал, а потом, может быть, да, мутация начнется, и надо будет подождать. Это у каждого по-разному бывает, когда проходит. Вот. А так, занимаясь любимым делом, очень интересно наблюдать и слушать, как поешь. Спасибо большое. И надеюсь, успехов у тебя еще будет как можно больше. Но если вы хотите поддержать Арсения, то скорее отправляйте СМС на короткий номер 5533 со словом «Ход» и номером участника. Я желаю тебе удачи. Надеюсь, в будущем у тебя будут как можно больше высот. Мои эмоции отличные, я волновался. Я думаю, что я хорошо спел. Мне жюри сказали, что я хорошо спел. И жюри знают эту песню. И сказали, что у меня мутация голоса. И через 1-2 года я смогу еще спеть. И думаю, что еще встретят меня. Приглашаю на сцену 6-го участника Бритову Дарью с песней «Нарисуй мир». Она очень любит петь караоке, танцевать флешмобы. Надеюсь, выступление у нее пройдет на ура. Знакомимся с Дарьей. Внимание на экран. Всем привет! Меня зовут Бритова Дарья. Мне 9 лет, я родилась в поселке Джибари-Кихая и живу там. С детства я увлекаюсь вокалом и танцами. Люблю петь караоке дома. Когда узнала о кружке вокала, сразу же записалась. Репетиции проходят по вечерам, поэтому учебе не мешает. Я предпочитаю веселые, энергичные песни, так как занимаюсь танцами и люблю танцевать. Еще я много времени провожу на свежем воздухе. Помогая маме с младшим братиком, люблю читать и путешествовать. Я очень хочу победить, я буду очень стараться, выдавать свои эмоции.
Супер-класс, звезда. Дарья, ты сегодня молодец. Вообще не слышалось, что волновалась. Волновалась? Нет. Не волновалась совсем? Нет, вообще не волновалась. Скажи, поделись, это твое первое выступление или... Это не мое первое выступление, но вот тут я первый раз. Ну, как тебе ощущается? Ощущения у меня отличные, классные, вот так. А почему именно «Нарисуем мир»? Потому что я занимаюсь рисованием, я люблю рисовать, раскрашивать. Символично, так скажем, да? Да. Ну, теперь хочется услышать мнение жюри. Станислав Петрович, давайте начнем с вас. Даша, а поешь вообще? Занимаешься вокалом? Да. Ну, чуточку были фальшивые ноты, но ничего страшного, потому что если будешь много заниматься, соответственно, это устранимо. Хорошо. Хочу пожелать в дальнейшем, чтобы, соответственно, занималась, показывала еще лучшие результаты, да? Желаю удачи, спасибо. 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 Ольга Федоровна, давайте послушаем ваше мнение. Даша молодец. Но ты еще пока маленькая, тебе только 9 лет, тебе еще работать, работать и работать. Но все будет хорошо. У тебя первое уже выступление есть, ты уже наберешься как бы опыта, и теперь будешь выступать дальше и петь больше. Даша большой молодец. Молодец. Тоже присоединяюсь к словам Станислава Петровича. Ну, некоторые ноты, да, есть такие вопросы. А так, в целом, именно мимика рабочая, там улыбка где-то проскальзывает, где-то там... Да, в общем, очень хорошо было. Желаю тебе тоже в дальнейшем удачи. Занимайся, тебе только 9 лет. Вот именно все хорошее впереди. Спасибо. Спасибо. Так, согласна с пожеланиями наших профессиональных жюри? Да, я согласна. Немножко, может быть, не дотянула, как думаешь? Да, я немного не дотягиваю, но все впереди. Ну, ты, главное, заниматься будешь в дальнейшем. Да, я буду много заниматься вокалом. Ну, а если вы хотите поддержать Дарью, то скорее отправляйте СМС на короткий номер 5533 со словом «Ход» и номером участника. Тогда вы продвинете Дарью немножко вперед и как можно больше голосов, чтобы, возможно, даже победить и выйти в финал. Дарья, я тебе желаю удачи. Обязательно Спасибо. участвуй дальше. Мои впечатления отличные. Я очень рада, что я поучаствовала в этом проекте. Никогда не участвовала в таких проектах. Очень впечатления отличные. Я очень рада. Надеюсь, я выиграю. На сцене было очень волнительно, интересно, много камер. Следующую на сцену я хочу пригласить 7-го участника Савина Эрчима. Ему 11 лет, и он поет песню «Журавли», очень патриотическую. Так, давайте его послушаем, познакомимся. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Савин Эрчим, мне 11 лет. Я приехал из Меган-Алдана. Я в свободное время играю в компьютерные игры. И иногда играю на пластилине на своем столе. Я учусь в музыкальной школе по классам фортепиано и вокал. Я там в фортепиане уже 4 года, а вот в вокале 5. И мне там очень хорошо. Мне очень нравится там учиться, потому что я понимаю, что это мое родное место.
полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаей. Я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Эрчим, очень серьезное исполнение, прям как ты, наверное, очень серьезный. Посвятил кому-то песню? Да, солдатам, которые погибли во Второй мировой войне. Гордишься тем, что вот у тебя получилось вот исполнить? Вообще любишь заниматься же пением, да? Ты же еще на фортепиано играешь. Да. Ты, в общем, такой вот музыкант. Угу. Ну, давайте послушаем мнение жюри. Начнем со Станислава Петровича. Эрчим, сразу заметно, что мальчик музыкальный и очень серьезный, и спел такую серьезную песню. Это просто взять такую песню просто невозможно петь, потому что, чтобы эту песню петь, надо почувствовать песню. О чем поется, о чем рассказывается. Вот. Эрчим свои 11 лет, мне кажется, по-своему почувствовал, по-своему передал эту песню. Спасибо за такую песню вообще. И в каких-то местах, вот мне, например, да, вот в верхних та-та-та-та, вот в этих местах все время фальцетом пел. Я ждал, когда ты будешь просто своим голосом там поднимешься. Просто вот этот момент я ждал, но там все время звучали фальцеты. Вот. А так такие точно интонирует мальчик, да, вот это радует. Это видно, то, что музыкант человек, поэтому и на фортепиано занимаешься. Наверняка это сказывается. Спасибо, Арсений, еще раз, Эрчим. Спасибо. Спасибо, Станислав Петрович. Ольга Федоровна, вам слово. Ну, я тоже полностью согласна с мнением нашего председателя жюри. Эта песня очень сложная, не всякий ее возьмет. И
до того, чтобы прочувствовать и все передать, чтобы к людям вот это в сердце вошло, вот, это очень сложно будет. Ну, ты молодец. Все равно такая высшая оценка, так сказать, у Арчима. Да, молодец. Конечно, сложная песня. Спасибо. Ариан Альбертович? Во-первых, мне костюм очень понравился. Это костюм-образ журавля, как я понял, да? Да. Костюм очень понравился. Да, это очень сложная песня. Песня именно о ушедших, как ты знаешь, да? Но ты это передал. Молодец. Занимайся этим. И, ну, думаю, 9 мая уже у тебя номер есть, да? Чтобы успеть, да? Готовиться уже не надо, уже вот может Да, выполнить сам. да. В общем, тебе желаю удачи. Если вот любишь такие песни, да, то это очень похвально. Именно душевные такие песни. Это один из моих любимых песен, кстати, «Журавли». Очень душевная, такая именно объемная, именно, как бы сказать, которая трогает душу. Так что занимайся этим. Молодец. И в столь юном возрасте ты уже поешь такие серьезные песни. Можешь вот гордиться, что у тебя почти такая вот наивысшая оценка от жюри. Хорошо. Согласен? Да. Ну, а если вы хотите поддержать Эрчима, если вас тоже тронуло его исполнение, то обязательно голосуйте, отправив на короткий номер 5533 слово «Ход» и номер участника. Ну, я желаю тебе удачи. Ты большой молодец, уже звезда. Хорошо. Ну, я думаю, что я хорошо пел. Ну, и на сцене, ну, мне было немножко страшно. И, ну, не знаю, почему-то, ну, я всегда почему-то такой иногда. Ну, а сейчас я хочу пригласить на сцену 8-го участника Хлопкова Чемчуне. Хочется отметить, что это настоящий профессионал. Не только занимается пением, танцами, но и декоративным искусством. Любительница выступать, поэтому я думаю, что у нее сегодня все получится, и она покажет свой наивысший мастер-класс. Знакомимся с Чемчуне. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Хлопкова Чемчуне, мне 12 лет. Я занимаюсь в свободное время изделием из эпоксидной смолы. Занимаюсь музыкой, танцами и таким творчеством. Мой преподаватель – это моя бабушка. Ее зовут Хлопкова Ольга Степановна Чемчуне. Она известная певица в нашем роду, и она меня научила петь. Я ожидаю от конкурса новых знакомств и опыта. Ой,
аплодирую тебе стоя. Чимчуне, очень крутое выступление. Волновалась? Да. Очень сильно волновалась? Расскажи, пожалуйста, про что песня. Очень хочется узнать перевод. Примерно. Это песня о пожеланиях радостной жизни и мира. А почему именно эту песню выбрала? Ну, я люблю ритмичную музыку, вот и выбрала ее. Как-то получилось зажечь на сцене? Ну, думаю, да. Ну, я думаю, с этим и согласно наше профессиональное жюри. Давайте начнем с Ольги Федоровны. Ваше мнение? Ну, Чимчину я знаю, начала у нас петь 6 лет. Я первый раз помню ее выход. Сейчас ты уже подросла. Ну, в вокальном здесь немножко у тебя интонирование неточное было. Видно, что ты слишком волновалась. Но это все исправимо. И надеюсь, что ты будешь сверкать, как яркая звезда, как твоя бабушка. Спасибо. Станислав Петрович? Чимчуна, 12 лет. Вокалом занимается давно, да? 6 лет выступала. Вопрос, эту песню сама выбрала? Ну, мне помогла моя бабушка-преподаватель. Преподаватель. Во-первых, куплет чисто поешь, а припев, к сожалению, не чисто. Почему? Потому что там надо чуть-чуть наверху петь надо. Или не знаешь мелодию, или, скажем, неправильно выучила, скажем, мелодию, или не дотягиваешь там. Просто там надо сильно стараться, громче надо, хотя бы громче надо петь. Поэтому вот я эту песню знаю тоже очень хорошо, потому что я авторов знаю этой песни. Вот, и, соответственно, если занимаешься с маленького возраста по вокалу, соответственно, надо было показать еще как-то получше сегодня. Вот. И, не бросай это дело, занимайся, старайся. Если учишь какой-то новый репертуар, соответственно, надо постараться, чтобы действительно эта песня так поется. Просто я на сегодняшний день сильно не понял. Почему? Потому что, во-первых, или мелодию не знает ребенок, или, не знаю, вот так она Саван сегодня пела. Просто у меня такой вопрос стоит, поэтому. А куплеты вообще чисто поет, правильно поет. Вот именно вопрос по припеву мне. Спасибо. А ты сама как думаешь, вот получилось? Вот что говорит Станислав Петрович? Ну, не знаю. Думаю, припев получился плохо. Ариана Альбертович, вам слово. Так, во-первых, молодец. Во-вторых, очень яркий образ. Да, вот именно образ такой яркий. Но не хватило, по-моему, эмоций. Именно эмоциональная песня же, да? И, по-моему, не хватило эмоций именно. А так, в целом, молодец, да. Занимайся этим. Желаю удачи. Спасибо. Немножко устала, наверное. Не получилось, да, подбодриться перед началом выступления. Но я думаю, что в дальнейшем ты учтешь все замечания, все вот пожелания от жюри. Ну, а если вы хотите поддержать Чимчуне, то скорее отправляйте СМС со словом «ход» на короткий номер 5533 и номером участника. Поддержите Чимчуне и дальнейших успехов обязательно за нее болейте. Я желаю тебе успехов в дальнейшем. Обязательно выступай еще больше. Я впервые участвую в таком проекте и думаю, что я выступила довольно хорошо, хотя очень волновалась. Жюри сказали, что куплеты у меня получились хорошо, а так припев, голос немного дрожал. Пожалуйста, голосуйте за меня. Итак, на эту сцену я хочу пригласить 9-го участника, Галаева Александра. Ей 9 лет, и она споет песенку «Валенки». Кстати, поет она с детского сада и покажет мастер-класс еще какой. Внимание, знакомимся с Александрой. Добрый день, меня зовут Галаева Сандра. Мне 9 лет, и я из села Новый Тампонского района. Я учусь в 3 классе и занимаюсь вокалом и танцами. Я с удовольствием принимаю участие в различных вокальных конкурсах и занимаю призовые места. Моя семья тесно связана с музыкой. Мой прадедушка Алексей Николаевич Сазонов был композитором. Моя мама Виктория Ивановна играет на пианино и поет.
Дома мы часто любим петь, поэтому музыка играет в моей жизни большую роль. Если постараться, то я хочу занять хоть какое-то место, но я надеюсь на первое. Валенки да валенки, ох, да не подшиты, старенькие, нельзя валенки носить, ох, да ни в чем не ламу сходить, а валенки да валенки, ох, да не подшиты, старенькие, а валенки да валенки, ох, да не подшиты, старенький. Ой, ты, Коля, Коль, Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, не дари девкам колец, а валенки да валенки, ох, да не подшиты, старенький, а валенки да валенки, ох, да не подшиты, старенький. Чем подарочки носить, да лучше бы валенки подшить, а валенки да валенки, ох, да не подшиты, старенькие, а валенки да валенки, ох, да не подшиты, старенькие, а валенки да валенки, ох, да не подшиты, старенькие. Судьи люди, судьи Бог, как же я любила по морозу босиком к милому ходила, а валенки да валенки, ох, да не подшиты, старенькие, а валенки да валенки, ох, да не подшиты, старенькие, а валенки да валенки, ох, да не подшиты, старенькие, а валенки да валенки, ох, да не подшиты, старенькие. Все! Сашенька, просто круто, просто замечательно. Пританцовывать к тебе выхожу, потому что не по-другому никак. Как, волновалась? Да, волновалась. По тебе вообще не скажешь. Сегодня ты вообще прекрасно выглядишь. Еще такие красивые валенки у тебя прям к образу подходят. Ну да. А почему именно эту песню выбрала? Ну, я выбрала эту песню, потому что она прям такая задорная, вдохновляет прям. Ну и вообще весело. Тебе самой, наверное, кайф получила такой. Да, прям. Ну, я думаю, это заметили и наш профессиональный жюри. Давайте начнем с Риана Альбертовича. Александра, молодец. Образ очень хороший. Мимика тоже очень хорошая. Поешь тоже очень хорошо. В общем, все замечательно. Костюм тоже 10 из 10. И вокал тоже классный. Да, вокал тоже классный. Но вопросов нет. Занимайся. Это у тебя очень хорошо получается. Все, желаю удачи. Спасибо. Спасибо, Ольга Федоровна. Я тоже полностью согласна с этим. И образ, и костюм, все прекрасно, исполнение прекрасное. Мне очень нравится, когда выходит с забытыми песнями и помнит народ, наши дети, старые русские песни народные. Ну и главное, Молодец. Главное, чтобы им самим еще нравилось, да? Станислав Петрович, вам слово. Вообще, сегодня, послушав Александру, действительно, вообще, я хочу сказать, это да, во-первых. Почему? Потому что очень хорошее исполнение. Мне очень понравилось. Не только костюм вообще, да, а вообще вокал. Почему? Потому что очень интересный тембр. Низы очень хорошо берешь. Видно бархатный такой низкий голос. Хотя только 9 лет. А по вокалу давно занимаешься? Ну,
По вокалу я занимаюсь с садика. Садика, вот Садика поет, поэтому и еще интонируешь очень правильно. Это очень похвально. Мне кажется, будущая звезда стоит у нас перед нами. Вот, не бросай это дело, занимайся. Мне очень понравилось. Браво. Спасибо. Спасибо. всем. Вот у тебя наивысшая оценка, представляешь? Ты рада этому? Конечно. Ну и будешь в дальнейшем тоже радовать нас, наверное, на других выпусках обязательно. Ну а если вы хотите поддержать Александру, скорее отправляйте смс со словом «Ход» на номер 5533 с номером участника Александры. Александра, я желаю тебе успехов и обязательно процветания в твоем деле никогда не забрасывай. Ты уже звезда. Я, в принципе, довольна. Впечатления только самые хорошие. Думаю, я хорошо спела, потому что жюри сказали то, что это талант, как сказать еще. Но желаю всем удачи. Можете, пожалуйста, проголосовать за меня. Пока. И последний наш участник из Тампонского района – это Шевчук Ксения, любительница путешествовать, собирать динозавров. В общем, разносторонняя творческая личность. Кстати, увлекается еще и машинами. Ну, внимание на экран, знакомимся с Ксюшей. Здравствуйте, меня зовут Шевчук Ксения, мне 11 лет. Я учусь в 3 классе эстрадный вокал Ханской детской школы «Иисус», а также 5 класс отделение фортепиано. Я люблю путешествовать, танцевать, играть и петь. Я учусь также в гимназии и занимаюсь там танцами. Я желаю всем участникам этого конкурса удачи и успеха. Дедушка мамы рукою дрожащей достал все награды с войны той палящей, медали и орден за взятие Праги, Варшавы, Берлина и личной отваги. И слезы стояли в глазах его добрых, войной опаленных, но не побежден. Я слушала молча рассказ его тихий о страшных сражениях и залпах победных. Боевые ордена наших прадедов и дедов, боевые ордена, нам принесшие победу, будем мы дорожить и расскажем своим детям про боевые ордена наших прадедов и дедов. В тот год я стояла у свежей могилы, мы дедушку нашего в ней хоронили. Зловеце срывая слезы с глаз непослушных, а я вспоминала о днях своих лучших, когда он садил нас к себе на колени. Я помню до мелочи все эти мгновения, они уносили меня век ушедший, войной той ужасной, но, к счастью, прошедшей. Боевые ордена наших прадедов и дедов, боевые ордена, нам принесшие победу, будем мы дорожить и расскажем своим детям про боевые ордена.
Ксюша, какое красивое у тебя выступление, а какой прекрасный бархатный голос у тебя. Волновалась? Не очень. Не очень? Ну, это очень серьезная такая патриотическая песня. Посвятила кому-нибудь? Или почему выбрала именно ее? Понравилось. Поэтому и спела. Ну, как считает наше мнение жюри, да? Начнем с Ольги Федоровной. Молодец, это тоже сложная песня. И хорошо, что вот наши дети поют вот такие памятные песни, именно посвященные нашим дедам, прадедам. Вот это очень радует. Молодец, Ксюша, все у тебя было хорошо. Волнение немножко чувствовалось все равно. Ну, молодец. Спасибо, Станислав Петрович, вам слово. Ксюша, мне кажется, яркая личность, да, музыкальная. Ну, песня действительно сложная не в мелодическом плане, а вообще там надо почувствовать эту песню для того, чтобы знать, о чем вообще поется эта песня вообще, для того, чтобы удивить зрителей, удивить членов жюри, потому что там рассказывается вообще целая эпоха, на самом деле, да. Там вся картина, то, что было раньше, через эту песню передается. Вот поэтому сложность заключается в этом. А тем более, когда на сцене поет 11-летняя девочка, так трогательно, это очень здорово, на самом деле, трогает душу вообще. Ксения по-своему эту песню спела, почувствовала. Отрадно, что такие песни поют наши дети. И так аккуратно интонировала. И мне очень понравилось исполнение. Вот как почувствовала эту песню. Спасибо большое. Спасибо, Станислав Петрович. Ариана Альбертович, вам слово. Ксения большой молодец. Вот хотелось бы тоже присоединиться к словам Станислава Петровича. Тоже почувствовать эту песню, но очень сложно. А ты это смогла, тронула меня, даже ком в горле стал. Вот, молодец, голос очень красивый. И желаю тебе дальнейших успехов. Спасибо. А ты как сама? Согласна с мнением? В первом куплете там что-то у меня там в горле что-то застряло. Ага. А так в целом нормально. Как сама оцениваешь свое выступление? Тебя вот похвалили, высшую награду тебе вот сказали. Ну, в общем, ты рада. Ага. И Да. ты обязательно еще будешь подобные песни исполнять, надеюсь? Да, буду. Ну, а если вы хотите поддержать Ксюшу, нашего последнего участника, обязательно отправляйте смс со словом «ход» на короткий номер 5533 и номер понравившийся участник. Он высветится у вас на экранах. Ксения, я желаю тебе удачи. Пусть у тебя все получится. Победа — это не главное, ты уже звезда. Все отлично, выступление прошло отлично, только в первом куплете, ну, в первом у меня что-то там застряло немного, у меня, ну, немного. А так все отлично, превосходно, я рада собой. Дорогие телезрители, мы рады, что этот вечер вы проводите вместе с нами. И пришла пора узнать, кто же, по мнению жюри, оказался самым сильным и красивым голосом в Тампонском районе. Итак, слово членам жюри. Ольга Федоровна, начнем с вас. Ну, хочу сказать, что мне очень понравился этот проект «Вот это да, дети». Потому что вы приезжаете со своей аппаратурой, даете возможность детям выступить на сцене. И то, что здесь немаловажно, здесь финансовая сторона. Не все дети могут ей поехать, участвовать в Якутск. И вот эти дети как раз рождаются, иногда звезды рождаются в маленьких деревнях и в дальних районах. Спасибо. Ариана Альбертович, вам слово. Ну, большое спасибо проекту «Вот это да, дети», за то, что позвали в качестве жюри. Во-вторых, мне очень понравился этот проект.
так как он именно дает такой лучик света маленьким детям, чтобы именно иметь свою какую-то аудиторию, которая их слушает и любит, как бы сказать. Но большое спасибо. Очень было все хорошо. Спасибо, Ариан Альбертович. Станислав Петрович, завершающее слово. Ну, во-первых, хочу сказать огромное спасибо Тампонскому району, да, за то, что хорошо нас встретили, за то, что организовали такой большой, скажем, конкурс телевизионный, да. И сегодня действительно мы отдохнули, послушав разные интересные песни, разные интересные таланты, да, Тампонского района. И спасибо коллегам за то, что сегодня очень хорошо мы, скажем, провели время, оценили наших конкурсантов. И конкурс есть конкурс, мы должны объявить все равно победителя. Но мы вообще споров у нас не было, мы единогласно сразу же с первых секунд, скажем так, определились. Ну, я, наверное, скажу, кто победителем становится. Победителем сегодняшнего нашего конкурса, интерактивного конкурса, становится, вместе объявим, и Галаева Александра. Только что мы узнали имя первого победителя нашего песенного конкурса «Вот это да, дети», по мнению профессионалов. Ну а второго и третьего финалиста определите уже вы, дорогие наши телезрители. Для этого нужно проголосовать с помощью СМС, отправив на короткий номер 5533. В начале пишем слово «ход» и указываем номер участника. Голосование стартовало в начале эфира и завершится в пятницу вечером. Кто же станет вторым победителем Тампонского района, узнаем через неделю. Встретимся на канале Якутия 24 через неделю. Оставайтесь с нами.